Судный день все ближе и ближе к нам. Фальшь, неправда, ложь, клевета – все это пути, трамплины, ведущие в болото, в нечисть, грязи, в помойную яму, в ад. Вам следует быть правдивыми, ведь поистине правдивость ведет к благочестию, и поистине благочестие ведет в рай. Все наверняка были студентами, я тоже был студентом. У студентов большая проблема – это дисциплина с кухней. И так у нас зачастую было. График нарисовали, сегодня ты, завтра я и так далее и тому подобное. Но графики избиваются из-за чего? Из-за лени. И вот кто-то не выдержал, потому что мать привела чистоту, встал, помыл посуду за кого-то. Тот, кто за кого помыли посуду, как-то не обратил внимания. Ну, помыл. Потом тот, кто помыл, вдруг вспомнил. Так выглядит человек, который внутри чист, но что? Грубый, черствый, неоттесанный, невоспитанный. Говорит грубо, отторгает, отталкивает от себя. Возможно, где-то допускает мат. Неприятно с ним общаться. Нужно быть правдивым со своим Творцом и Создателем, который сотворил нас. Одни пошли по пути веры, другие пошли по пути неверия, так как об этом сказал Всевышний Аллах. И Он видит то, что мы совершаем. Дорогие братья, сестры, судный день все ближе и ближе к нам. А как же не так, если сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал однажды: «Бу'исту ана ва саа кахатейн», и показал указательный палец и средний палец. Много смысла. Тут имеется в виду, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, печать пророков, после него не будет пророков. Ну, естественно, что судный день близок в широком понимании этого слова, относительно того, когда сотворилась Вселенная и так далее и тому подобное. А если говорить о нас, о современности, то он еще более близок. Тем более близок судный день. И на самом деле все его малые, согласно некоторым мнениям ученых, и средние, многие признаки уже проявились. Одним из таких признаков является фальшь, неправда, ложь, клевета, наклепы. А ведь об этом предостерегал сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. В частности, он сказал: «Ля такуму саа хатта тазхару л-фитан». Не наступит судный день до тех пор, пока не проявится смута. И много смут на самом деле уже проявилось и проявляется. «Ва яксуру л-кадиб», и распространится ложь. И так есть, задумайтесь, поразмышляйте. Неправда, фальшь, ложь проникла во все сферы человеческой жизни. Начиная с индивидуума, с человека, с личности, заканчивая обществом. Начиная с взаимоотношений в семье, родители, дети, на работе, заканчивая государственными, межгосударственными отношениями, политической ареной. И об этом предупреждал, еще раз говорю, неоднократно во многих хадисах пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И на этом акцентировал внимание. И предостерегал. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Якуну фи ахири заман», появится в последний час, то есть когда будет судный день близок, даджалун, шарлатаны, кадзабун, лжецы, ятунакум мин аль-хадис, будут приводить вам все различные речи. Бима лям тасмау, то, что вы ранее не слышали. Антум валя абакум, ни вы, ни ваши отцы. Фа иякум ва иягум, остерегайтесь их. Ла юдиллунакум, пусть они вас не заблудят. Валя юфтинунакум, и пусть они не ведут вас смутой. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: инна байна ядайя саа, поистине поблизости часа, когда будет судный день близок, кадзабин, лжецы, фахдаруху. Смотрите, сколько хадисов, сколько предостережений. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил:
Саяти аля нас. Придут времена к людям, санават, года, хаддаат, обманывающий, ввергающий в обман. Юсаддаку фиха аль-кадиб. Будут доверять в эти года, в эти времена лжецу. Ва юкадзабу фиха ас-садик. И будут обвинять в лжи правдивого человека. Ва ю'таману фиха аль-хаин. И будут доверять предателю. Ва юхаввану фиха аль-амин. И будут обвинять в предательстве достойного доверия человека. Ва янтику фиха ар-руайбида. И будет говорить в эти года, в эти времена ар-руайбида. И сподвижники спросили: «Ва ма ар-руайбида?» О пророк, что такое руайбида? Он сказал: «Ар-раджулюн тафи». Глупый человек. Ятакалламу фи амри аль-амма. Глупый человек, который будет говорить, рассуждать об общественных делах, о делах общества. Дорогие братья и сестры, фальшь, неправда, ложь, клевета – все это пути, трамплины, ведущие куда? В болото, в нечисть грязи, в помойную яму, в ад. Так, как это описал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Иякум валь-кадиб. Остерегайтесь лжи. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Поистине ложь ведет к нечестию. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. А нечестие ведет в огонь. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبِ. Человек непрестанно лжет и стремится к лжи. Удивительно, да? Как? Попытаемся это разобраться с вами в этом. حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. До тех пор, покуда он не будет записан у Аллаха лжецом, постоянным лгуном. А искренность, правда, прозрачность, честность – все это пути и трамплины, ведущие в чистый источник. В чистый источник воды, к очищению души и сердца, ведущий к благочестию, ведущий в рай. Так, как это описал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Алейкум бис-сидк. Вам следует быть правдивыми. Фа инна сидка яхди иля аль-бир. Ведь поистине правдивость ведет к благочестию. Ва инна аль-бирра яхди иля аль-джанна. И поистине благочестие ведет в рай. Ва ма язалю ар-раджулю ясдук. И человек непрестанно бывает правдивым, стремится к правде. И стремится быть правдивым. Покуда не будет записано у Аллаха правдивейшим. Дорогие братья, на самом деле все наши беды, я сейчас говорил про это, да, сейчас про это, конфликты, недопонимания, проблемы в жизни с людьми, с окружающими, на работе и так далее, они все начинаются с чего? С несоответствия внутреннего со внешним. Несоответствие намерений, мотивов, желаний со словами и поступками. Примеры приведу, банальные и простые. Опять же, из личной жизни. Все наверняка были студентами. Я тоже был студентом. У студентов большая проблема – это дисциплина с кухней. И так у нас зачастую было. График нарисовали, сегодня ты, завтра я и так далее и тому подобное. Но графики избиваются из-за чего? Из-за лени. И вот кто-то, то есть не выдержал, потому что мать привила чистоту, встал, помыл посуду за кого-то. Так? Тот, кто за кого помыли посуду, как-то не обратил внимания. Ну, помыл. Потом этот тот, кто помыл, вдруг вспомнил, завтра, послезавтра, когда его очередь наступила, а я ведь помыл за тебя, помой. Он говорит: а что я, говорит, буду мыть за тебя? Ты же помыл, я тебя не просил и тому подобное. С одной стороны, он прав, с точки зрения житейской, бытовой, да? Но с другой,
Если ты делаешь благородный, добровольный поступок, я про соответствие гармонии души, гармонии того, что внутри и на делах, то не надо об этом вспоминать, не надо об этом говорить. Ты начал об этом говорить, значит, ты это сделал не добровольно. Значит, твое намерение не соответствовало тому, о чем ты заявляешь или заявлял себе на тот момент. И возникает конфликтная ситуация. На ровном месте возникает конфликтная ситуация. Или другой пример, тоже зачастую. Когда в долг дают деньги. Давать в долг в исламе добровольный поступок. Величайший поступок, за который Всевышний вознаградит. Но человек, когда дает в долг, он в прежде очередь что должен делать? Ради Всевышнего помочь тому, кому он дает в долг. И у него должно быть понимание, осознание, что это добровольно. И, возможно, человек не сможет вернуть вовремя, хотя у него обязанность вернуть вовремя – это другая история. Мы сейчас про это, акцент на это. Но зачастую как получается? Получается, что он дал, но у него не было чистого намерения. Я сейчас говорю про отдельные случаи. Да? И человек не может вернуть вовремя долг, вторая сторона, которая взяла в долг, и начинается что? Конфликтная ситуация. Ты должен был... Кто здесь прав? На самом деле, если человек находится в затруднительном положении, не может вернуть долг, то человек, который дал в долг, он должен проявить терпение, потому что Аллах говорит: «Фаназыра тун иля мейсар». Пусть подождет, пока у него не облегчится положение. То есть ты, когда даешь в долг, у тебя должно быть искреннее намерение. Соответствие внутреннего со внешним. Когда оно есть, проблем не будет. Я про этот акцент, если вы меня, конечно, поняли. Как достичь этого уровня? Уровня, когда внутреннее соответствует внешнему. Представьте себе 3 картинки. Наверняка в вашем личном опыте это все было. Спелое яблоко, разрежаешь его, а там червь. Или кусаешь его и чувствуешь вкус гнили. Так выглядит человек, который лжет, но искусно покрывает свою ложь. Словами правды, фантиками, обертками правды. Другая картинка. Старое яблоко, бурушкенский, как у нас говорят, да? Неприятно прикасаться к нему. Тем более кусать его. Хотя если его почистить, порезать, в принципе, можно и поесть или пустить на сок, на фреш и так далее. Так выглядит человек, который внутри чист, но что грубый, черствый, неоттесанный, невоспитанный. Говорит грубо, отторгает, отталкивает от себя. Возможно, где-то допускает мат. Неприятно с ним общаться. Не хочется с ним общаться. И третья картинка. Спелое яблоко. Красивое яблоко. Оно пахнет естественно, пахнет настоящим яблоком. Ты кусаешь его, и сладкий сок обволакивает полость рта, и приятно. Так выглядит человек, который изнутри чист. И слова его правдивы, и поступки его правдивы. И хочется быть рядом с ним постоянно, общаться с ним. Хочется видеться с ним. Вот вам 3 картинки. Такова аналогия человека с внешними проявлениями состояния его сердца. Слова, поступки. Его сердце с внешними проявлениями. И когда мы говорим, дорогие братья и сестры, будь правдив, знайте, что прежде всего имеется в виду будь правдив в своих намерениях, желаниях и мотивах. Если мы будем таковыми, то внешние проявления, слова и поступки будут соответствующими. Тоже будут таковыми. О чем я?
на примере. Обратите, что Всевышний говорит про лицемеров. Они, лицемеры, приносят величайшие клятвы именем Аллаха о том, что если бы ты приказал им, то они непременно выступили бы в поход. Джахда иманим. То есть они клялись, джахда иманим. Величайшие клятвы приносили. Кулля туксиму. Но Аллах говорит, что скажи, не клянитесь. Кулля туксиму. Ла туксиму. Та'атум ма'руфа. Инна Аллаха хабирум бима та'амалун. Такая покорность хорошо известна. Это покорность в виде ваших клятв, которыми вы пытаетесь прикрыться, оберткой, она понятна. Воистину Аллаху ведомо о том, что вы совершаете. То есть мотив главное, желание главное. Не то, что человек говорит, не то, что он пытается показать. Или в начале суре, опять же, лицемеры, эль-мунафикун. Обратите внимание, что Аллах говорит. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят, свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. Они говорят, мы свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. Аллах знает, что ты его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. Валлаху я'ламу иннака ла расулуху, валлаху яшхаду инналь мунафикина лакадибун. Несмотря на это. Иттахаду айманахум джуннатан. Они, то есть вот эти свои слова, свои клятвы, сделали чем? Щитом, прикрытием, оберткой. Избили других с пути Аллаха. Воистину скверно то, что они совершают. И они даже лгали своим союзникам, лицемеры. И об этом также упоминается в Коране. Разве ты не видишь, что лицемеры говорят своим неверующим братьям из числа людей Писания: если вас изгонят, то мы уйдем вместе с вами и никогда никому не подчинимся против вас. А если с вами сразятся, то мы обязательно поможем вам. Аллах свидетельствует о том, что они являются лжецами. Если они будут изгнаны, то те не уйдут вместе с ними. Если с ними сразятся, то они не помогут им. А если даже они помогут им, то повернут вспять, после чего уже никто не поможет им. Итак, как добиться этого? Как быть правдивым и честным с людьми? Для этого прежде всего, мои дорогие братья, нужно быть правдивым со своим Творцом и Создателем, который сотворил нас. Одни пошли по пути веры, другие пошли по пути неверия, так как об этом сказал Всевышний Аллах. И Он видит то, что мы совершаем. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Он тот, кто сотворил вас, среди вас есть неверующий, среди вас есть верующий. Аллах видит то, что вы совершаете. Он сотворил небеса и землю ради истины, бильхак, ради истины. Придал вам облик, и сделал ваш облик прекрасным. К нему предстоит прибытие. Он знает то, что на небесах и земле. И знает о том, что вы скрываете, то, что вы обнародуете. Аллах ведает о том, что в груди. Он ведает, Он знает. Он знает абсолютно все. Не увильнуть от Него, не ухитрить, не обмануть, не скрыть. В другом аяте Аллах говорит: Он знает о предательском взгляде, и Он знает о том, что в груди. Быть правдивым со Всевышним – это значит обладать искренностью на самом деле. Ихляс.
Зачастую спрашивают, какая разница между правдивостью, сидк и ихляс. Так знаете, ихляс хуа таухидуль максуд. Ихляс, искренность, это единобожие субъекта цели. Всевышнего. Вассидк хуа таухидуль каст. А правдивость это единобожие самой цели. Предмета, объекта и так далее. И если человек правдив со Всевышним, то Аллах всегда так сделает, что он будет правдив во всем остальном. Удивительный пример Шаддад ибн аль-Хад передает. Некий араб, бедуин, приходит к пророку, саллаллаху, очень коротко, принимает ислам, следует за пророком, говорит: «О пророк, я переселюсь вместе с тобой». И пророк говорит своим сподвижникам, чтобы они заботились о нем. И вот в одной из битв, добыча, трофеи, пророк саллаллаху говорит: разделите эти трофеи добычи. И ему дают часть, и он удивляется и говорит: что это? Ему говорят: это то, что ты заслужил на самом деле, да? По законам ислама разделение идет и так далее и тому подобное. Он приходит с этим и говорит пророку саллаллаху, возвращает это, отдает, говорит: не из-за этого я последовал за тобой. Не ради этого я пошел за тобой. Хотя он может это взять, это халяль для него. Удивительный на самом деле пример. И он говорит: я последовал за тобой, чтобы стрела попала сюда мне, и показывает на шею. ولكني اتبعتك على أن أرمي ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. И чтобы я умер и попал в рай. Он хочет уйти отсюда, из этого мира бренного, свидетелем за веру. Шахидом хочет уйти. Это его намерение. И тогда пророк саллаллаху алейхи ему что говорит? Ин тастук, если ты говоришь правду, если ты правдив со Всевышним, с собой, юсаддыкак Аллах. Аллах сделает так, что все это оправдается. И так и случилось. В битве находится труп, где в шее стрела. И пророк саллаллаху алейхи спрашивает: «Хаху, это он?» И они говорят: да, это он. И пророк саллаллаху алейхи говорит: «Саддак Аллах фа саддакаху». Он был правдив с Аллахом, и Аллах оправдал все это. То есть сделал правдой то, к чему он стремился. И затем пророк саллаллаху алейхи его завернул в кафан. Кафаном была джубба, то есть накидка пророка саллаллаху алейхи, свою собственную накидку. И сказал: Аллахума хада абдук, о Аллах, это твой раб. Хараджа мухаджиран, он вышел переселенцем. Факутиля шахидан, и был убит шахидом. Ана шахидун аля далик, я свидетельствую об этом. Так вот, чтобы быть правдивым с людьми, нужно быть, в первую очередь, правдивым со Всевышним и с собой, дорогие братья. Поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши баньбы. Я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи, молим о прощении. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьется с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме одного лишь Всевышнего Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Амма ба'д. Дорогие братья, что служит индикатором, критерием, как проследить за своей душой, когда мы увиливаем, когда мы пытаемся солгать, сказать неправду, когда нет. Таким индикатором является отсутствие покоя, как об этом сказал пророк саллаллаху алейхи. Аль-бирру ва-сидку яхди иль-бирр, благочестие, а правдивость ведет к благочестию. Хуснуль хулук, благочестие это есть благонравие. Валь-исму
А греховность махака фи нафсик, то, что шевелится в твоей душе. И тебе неприятно, чтобы об этом узнали люди. Вот вам индикатор. Дорогие братья и сестры, будьте правдивыми со Всевышним. Обретете искренность, ихляс. Будьте мухлисин, искренними со Всевышним, будете правдивыми с собой. И это и есть джихаду нафс. Будьте правдивыми с собой, будете честными с людьми. Такова она сыворотка правды. Такова она прививка ислама от лжи. Таково оно исцеление, таково оно излечение. И на самом деле, в прямом смысле этого слова, от многих болезней, недугов, которыми страдают люди. Ведь на самом деле любой недуг – это последствия, это отзеркаливание того, что внутри нас. Знаете, в современной медицине это называется психосоматикой. Наверняка многие слышали про этот термин, интересно. Психосоматика – это направление в медицине и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение, течение, исход болезни. Мудрый человек сказал, как не следует пытаться лечить глаза отдельно от головы и голову отдельно от тела, так не следует лечить тело, не леча душу и так далее. И в этом был вклад, кстати говоря, мусульманских ученых. Об этом писал мусульманский ученый Абу Зайд аль-Бальхи. Кому интересно, может почитать. А как же не так? Ведь пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил. Слушайте внимательно, что он говорил. Он говорил: «Ида асбаха бну Адам». Каждое утро, когда просыпается человек, что происходит? «Фаин аль-а'да». Все части его тела. «Куллаха тукаффиру лисан». Все они смиренно обращаются, склонив голову, к языку. «Фатакуль». И говорят ему, языку говорят: «Иттакиллаха фина». Будь богобоязненным относительно нас. То есть не лжи, не криви душой, не говори неправду, не лжи. «Фаиннама нахну бик». Ведь поистине мы следуем, мы привязаны к тебе, мы с тобой. «Фаин истакамта истакамна». Если ты будешь прямым, то и мы будем прямыми. «Ваин и'ваджаджт и'ваджаджна». Если ты будешь кривым, то и мы будем кривить. А до языка что следует? Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Аля инна фил джасади мудга». О да, поистине в теле есть кусочек плоти. «Ида салухат салухал джасаду куллю». Если это кусочек плоти, он праведный, пригодный, то и все тело будет пригодно. «Уида фасуда фасудаль джасаду куллю». Если оно испортится, то все тело испортится. Аля вахиялка. О да, это сердце. Сердце, язык есть переводчик сердца. А уже от того, что мы говорим, и дальше проявляются наши поступки и дела. То, как мы себя ведем в обществе, в окружении с людьми, то, как мы поступаем, какие решения мы принимаем и так далее. Дорогие братья, а ведь на самом деле правда, чистота души, сердца, чистота намерений, слов и поступков – это полная гармония и безмятежность. Полный покой на самом деле, который приносит чувство счастья. И не важно, сколько у человека денег, и не важно, какие у него проблемы, все это оно может важно, но это отходит на второй план. Это имеется в виду. Оно становится фоном. Если этого нет,
то человек несчастен. Если это есть, то человек счастье. Он ощущает чувство, чувствует счастье. Дорогие братья, будьте правдивыми в своих намерениях, прежде всего, в своих мотивах и желаниях, в своих словах и поступках.